Ребята, рассказываю, показываю. Во-первых, мой косяк. Короче, чуть-чуть неправильно я рассчитал и отверстие пропилил не там, где мне надо. Мне надо было пониже, чтобы труба стояла. Ну, я хотел, знаете, с расчетом, всем расчетом, что я только вокруг трубы, ну, пол кирпича будет, круговую. Но у меня, я так спилил, что нижняя часть, смотрите, больше стала. Ну и одним словом, я вот так все это сделал, пока ничего не, как сказать, глиной не мазал, все щели там видны, вон насквозь. Это пускай так будет, это я осенью этим разберусь. Сейчас пока непонятно, там печка может еще ниже спуститься там или выше станет. Короче, земля там гуляет. Ставил вот такой удлинитель, труба самодельная, когда-то давно делал, но что-то у меня не пошло, тяга не очень. И сделал вот такую жестянку, поставил. Для чего? Труба торчит вот так, на улице выходит, и поток воздуха, если вот так дует, он прям, как сказать, в трубу дует и в печку выходит дым. А так, вверх, вниз идет, как сказать, дым, а ветер не впадает. В общем, для топки она не мешает. Ну, пока это так, времянку. Конечно же, надо колено и чуть-чуть, чтобы вверх пошла. Идем дальше. Здесь немножко бардак. Это я уберу, конечно. И здесь вот так все это у меня получилось. Нары тоже осенью подготовлю. Здесь такое место оставил, чтобы ведро поставить, греть. Он вообще уже жара, тут хоть парься. Чуть-чуть только вот, этот, как сказать, ну, чуть-чуть только топится и уже жарко. Чуть-чуть запах идет, как будто горит какое-то масло, отработка. Но там еще сверху опилки, все это сгорает. Может еще, знаете, с опилками от пилы там цепь смазывается маслом, может это. Но запах такой есть. Именно запах масла. Вот. Ну, ребят, как будет работать, устроит мне эта печка или нет там, это вы посмотрите осенью, когда я буду здесь мыться. Конечно же, обязательно помоемся тут. Пропариться-то вряд ли получится, потому что камни, ну, не так хорошо нагреются. Буржуйка быстро дает жар, поэтому не успеет камень нагреться, я уже буду мыться. Ну, в этой печке это просто я времянку делал на первую избу, вот уже он стоит здесь, на второй. Пускай будет так. Если понравится, я новую печку сюда приварю, более хорошую, уже продуманную. Не продуманность в этой печи, ребят, у меня труба вот здесь. Там, наверное, 80-ка выход, а это 100-ка. Сразу говорю, блин, 130 самое то. Или 120 хотя бы. Но это там 80-ка или какая там, ну... Тяга, вот я, если открою, дым повалит на улицу. Вот смотрите. Это и есть. Это и говорит, что надо побольше трубу. Всем советую. Если хоть какую буржуйку будете приваривать, побольше трубу ставьте, побольше. Диаметром, я имею в виду. Здесь 120 или 130 нужен диаметр. И вот тут, как сказать, вытяжку вот сюда, вместо этого, ну, здесь, наверное, 50-ка или 60-ка. Сюда ставьте 90, диаметром трубу побольше, чтобы тяга офигенная была. Потом уже регулируете, вы можете консервной банкой там регулировать. У меня там крышка, консервная банка там в печи осталась, наверное, там. Ну, достану, как погаснет печка. Здесь дым. Короче, вот я открывал сейчас,
дымно. И у меня труба сейчас торчит на улицу, и от этого, как сказать, в эти щели тоже дым ветром сюда идет. Немножко буду дорабатывать. Это пробная версия у меня. Уф, жарко, ребят, реально. Уф, жарит-то как хорошо. В общем, так выглядит все это дело. Не знаю, как там с почвой проблема у меня. Будет наводить там туда-сюда печку. Придется мне что-то переделывать, доделывать. Но это осенью помоюсь я тут один раз. Там видно будет, что и как. Где какие минусы. А что вот, скажем, у меня сейчас сделал печку, трубу именно через стену, это нормально. Это нормально. Это многие там даже в избушках так делают, когда трубы, скажем, нужной длины нету, там высоты, чтобы поднять через крышу. Так вот я встречал, ну, в моей жизни, наверное, 2 избы я встречал. 2 избы. Ну, много так делают. Можно баню, ну, не знаю. Безопасность. Сейчас пока вот один ряд, пускай будет. Может еще второй ряд еще спилю и второй ряд еще сделаю. Но пока вот так один ряд. Хотя тут, ну, горячо, горячо. Конечно, греется. Ну, пока так оставлю. Это пробно так сегодня затопило потом. Но когда мыться буду, я быстренько, скажем, пропарюсь и также дверь открытым оставлю, и жар будет выходить, в принципе. Но все равно следить надо за безопасностью, как ни крути. Недолго, если там спилить, там чук-чук-чук, быстренько второй ряд еще вставить, и уже верняк, уже ты не будешь думать, что вот там где-то слабинка есть, огонь может где-то там от жара может вспыхнуть, там мох или еще. Случаи разные бывают. Что-то дождь начинается, перестает. Я, наверное, сегодня, ребят, поеду домой. Что-то все время думаю, вот что делать. На завтра оставаться, думаю, смысла уже нету. Сегодня до вечера тут еще по шаманю, где что как. И возможно, думаю, что я поеду. Петро. Вот такие дела. Ну, в принципе, все топится. Конечно, чуть-чуть, наверное, колено и труба, чтобы он туда шла. Что-то надо придумать. В общем, будем думать. Можно эту, скажем, с помощью этой жестянки вот сюда поставить. Ну, жар идет. Хорошо. Просто этот дым меня напрягает то, что, вот, скажем, может заходить в какую-нибудь щель там, чтобы не угореть, когда моешься. Даже не можешь заметить там. У меня все двери открыты и... О, хорошо. Нет, реально греет. Реально греет хорошо. Все четко. Но я пока тут, я еще подкину дрова, чтобы нагрелось все это, опилка, чтобы все сгорело. Вот такие дела. Ну, примерно так, ребят. Немножко показал, что я переделал с печкой. Ведро хорошо влезает. Он будет нагреваться. И будем мыться. Так что не отписывайтесь, а наоборот, подписывайтесь и ждите новые фильмы. Как дальше будет там, я буду все снимать, показывать. Так что все интересное впереди, ребят. Будет еще охота, промысел.
рыбалка, жизнь в тайге. Все это на этом канале вы еще будете смотреть. Спасибо тем, кто и подписан уже давно и смотрит. Вот такие дела. А я дальше что-то делать, шаманить. И буду, наверное, обед готовить, что-то покушать надо. Наверное, макароны с тушенкой, с варганем. Видите, как пламя все выходит наружу. Это из-за того, что маленькая диаметр трубы. Вот такие дела. Один минус в этом есть. Пусть прогорает все. Вот так уголек только улетел. Ну, защиту противопожарную капитально я сделал с обеих сторон. Там жестянку положил, поставил. Там этот шифер. Ну, все как надо, все как положено. Время, ну, скоро 15 минут 12 будет. Одним словом, готовлю обед. Будет макароны. Буду готовить макароны по-мендрулевски. Саша, привет тебе большой. И пару лет назад я увидел у тебя на канале, как ты готовишь макароны с тушенкой. Для этого нужна тушенка, лук, ну и макароны. И я увидел, как ты приготовил, мне это понравилось, и я вот сейчас тоже уже несколько раз так готовил. И рис, и гречку, и макароны, все четко. И знаете, вот я так называю, готовлю макароны по-мендрулевски. Готовить также буду в сковороде. В этом походе все время я готовка у меня именно в сковороде была. Что-то понял.
Так, что-то не сразу зажегся. Так, пойдем в сковороду. Хреново у меня, короче, стол неровный. Не знаю, что подложить можно. Может, вот этот поможет или нет. Но одним словом, сперва, как всегда, пускай этот влага там испарится. Вот привез тоже в прошлом году или позапрошлом году вот разделочную доску. Пластиковая, конечно, но пользуюсь. Так, давайте сперва лук порежу. Готовится быстро. Готовится быстро. Не надо сперва варить макароны, потом просиживать, потом жарить. Там, блин, Сашка, о, как ты. Это подсказка. Я до тебя я не видел это. Наливаем растительное масло. Бахнем туда лука. Все это дело жарится. У меня перебор высоко стало. Не могу уровень там подобрать. Все это дело так жарится. И сюда сразу макароны я ложу. Макароны говорю, тушенку. Блять, так быстро она на газу все это дело делается. Так, открыть это, конечно, проблема. Банку. Так, ложка, оказывается, здесь была. Я думал, на улице. Сюда сразу бахнем тушенкой. Ну, это по желанию, кому сколько надо. Вот самодельная тушенка реально тушенка. А покупная это, знаете, там мяса нету. Более-менее еще Йошкар-Ола. Вот мне нравится тушенка. Йошкар-Ола. Хорошая тушенка. Люкс. Именно люкс. 145 рублей на баночка. И я вот тушенку, свинину взял. Светофоре за 200 рублей. Море тушенки я приготовил. Просто вот в таких походах меня выручает. Вот и все. Ждем немножко, чтобы прожарилось. И уже готовлю макароны. Этот рецепт, ребят, берите на заметку, кто не знал. Если есть под рукой сковорода, если в кастрюле тоже есть. В принципе. Вот, буквально 2 минуты. Ждем. Вот. Лук уже тоже золотистого цвета, некоторые моменты. Не вся, конечно, но вполне достаточно, ребят. Буквально 2 минуты. Дальше что делаем? Вот это и есть фишечка, что мне понравилось. Сюда сыпем макароны. Равняем все это дело. Еще немножко. Все, хватит. Это мне одному, наверное, не осилить. Туланом. Поделимся, если что. Так, вот. И смотрите, что я делаю, ребят. Заливаю все это дело кипяток. Не кипяток, это вода, просто вода. Уже остыла. Вот, смотрите. Вот так все это дело делается. Все.
закрылись макароны. Закрылись. Вот это и есть фишка, секрет Саши Мендруля. Может, он где-то посмотрел тоже, но я не знаю. Но я увидел у него на канале. Солим. Можно поперчить. Еще... почему бы и нет? Ребят. Не зря же я привез это. Как сказать. Приправы. Черный перец туда закинул. В горошках. Вот. Черный перец. И еще добавлю лавровый лист. Свежий. Вполне достаточно. 2 штуки. Все. Рецепт прост, ребят. Это я все оставлю на осень. А может кто-то и кому-то и пригодится, там придет какой-то гость. Я не против гостям, пусть живут. Самое главное, чтобы бардак не оставили. Ну и, конечно, во время присутствия, чтобы никого не во время моего присутствия, чтобы никого не было. Но это я хочу быть в одиночестве здесь. Так, все, ребят. Ждем. Как вода, как сказать, макароны разбухнут, вода испарится. Готово. Буквально 10 минут. Ждем. Слышите? Кукушка, ребят. Первый раз в этом году я услышал. Тулан тоже не понимает, что за зверь кричит. Кукушка это тулан. Как? По-нашему. Дед любил он у меня спрашивать у кукушки, сколько лет осталось жить. И, между прочим, кукушка угадывала, скажем, определенное количество куку, он скажет, кукушка. Ну, дед считал, и примерно вот так и случилось. Я не спрашиваю, не хочу знать это. Сегодня, получается, 19 мая. Ну, если кукушки появились, значит, уже, считай, лето на носу. Лягушки квакают на озере. Вот сейчас начали, с вчерашнего дня появились они. На берегу сегодня, между прочим, очень много было, когда на к речке сходил. Это к сырости, вон, смотрите, пока я вот тут возился с макаронами, все сыро. Ну, дождик такой небольшой до сих пор. Чайник поставил кипятить. Кукует кукушка. Птицы поют. Хорошо пока комаров нет. Я вот, смотрите, в одной футболке вышел. Бездельник тут. Угу. Облачно. Нет-нет, да все это прорвет, короче, дождь начнется. Вон какие тучи. Дождевые. Дождь нужен. Пожаробезопаснее будет. Вон опять начинается дождик. Надеюсь, видно и слышно. Ку-ку. Ку-ку. Тулан подходит, так поест. По-новому. У него кастрюля всегда полная. Пусть ест, когда ему хочется, он опять дождь пошел.
Да, успели хоть работу свою мы сделать, ребят. Все сделали, и погода начала портиться. Давайте посмотрим макарон. Вкуснятина. Вон уже набухают. Все отлично. Так, ребята, попробуем. Все. Макарон мягкий, уже все готово. Не засекал, вот только сколько времени прошло на готовку. Ну, недолго. От силы 10-15 минут. Кукушка, в общем, совсем где-то рядом кукует. Прилетела сюда. Затопил печку, так как на улице дождь начался, и в избе чуть-чуть прохладно стало. Да, у меня везде все открыто, сами знаете. Ну вот, ребят, макароны готовы. С тушенкой, с луком, лавровый лист, перец из приправ. Ну и из приправ, наверное, действительно лучше лаврового листа и перца, я не знаю. Я много приправ брал, вот, скажем, для курицы, для мяса там, но это сплошная химия. Что-то мне не очень понравилось. Кому как, но какой-то вкус, конечно, есть, но такое подозрение, что там одна химия. Что-то сделано, ну, не из натурального. Чуть-чуть бы добавил еще соли, немножко. Так что, ребят, готовьте так. Очень вкусно и быстро. Самое главное, быстро. Вот смотрите. Вода испарилась.
но немножко на донышке есть. Ну, нету даже, нету там растительного масла. Как бы, когда воды заливаете чуть-чуть выше макарон, это стопроцентная такая пропорция, как бы макароны становятся мягкими, и вода вполне достаточно. Если больше вы нальете воды, потом как будет супчик, или же наоборот, перебор, разварится макароны. А вот именно, когда чуть-чуть выше макароны вы воду добавляете, вот такие они рассыпчатые получаются. Очень вкусные. Угу. Ну что сказать, ребят. День проходит как-то сегодня. Я, наверное, ленюсь сегодня. Чуть-чуть. Уже расслабуху почувствовал. Как бы 3 дня в напряжении был. А сейчас как-то. Самое главное, всю работу сделать. А там можно чуть-чуть и расслабиться. Хотел до завтра еще остаться, но если сильного дождя не будет, я поеду домой сегодня, да, 100%. Хотел бич-пакет приготовить. Думаю, прикинул, блин, до вечера, если на одном бич-пакете. Бич-пакет, знаете, для отвода голода. Ну, чтобы, скажем, на скорую руку, на некоторое время обмануть желудок, что ты не голоден. А так, действительно, вот это существенная еда. Макароны, именно макароны. Хоть с чем, хоть с котлетом, хоть с рыбой, хоть просто макароны с хлебом, с маслом. Но с макароном ты будешь сыт на 5 часов 5, наверное, точно. И вот тоже плотно поем. Сегодня уже точно готовить я ничего не стану. Вот это съем еще. Ну что говорить, вкусно? Что еще говорить? Одним словом, сейчас я обедаю. О, чайник закипел. Надо выйти чайник взять. Обедаю и не знаю, по погоде. Если погода позволит, там, может где-то что-то буду пилить, там доски на баню. Если нет, так просто полежу там, посплю перед выездом. Вкусно.